Всем привет! Из этого видео вы узнаете, что такое дефолт и как он объявляется. А в конце ролика мы расскажем, будет ли дефолт в стране и что в таких случаях делать. Итак, начинаем. Занимать деньги свойственно не только гражданам, но и компаниям и даже целым государствам. При этом иногда не получается правильно рассчитать свои финансовые возможности, в таких случаях и наступает дефолт. Итак, что такое дефолт? Дефолт– это невыполнение долговых обязательств. Как правило, этот термин применяется к странам или компаниям, в которых работают тысячи человек. Например, государство-кредитор выделяет финансирование стране-заемщику, при этом заключается соглашение с четко установленными пунктами плана выплат. Затем в определенный момент страна-заемщик заявляет, что не может платить по долгам и объявляет дефолт. После этого стороны садятся за стол переговоров и ищут выход из ситуации. Разница между дефолтом и банкротством. Порой дефолт путают с банкротством, но это разные вещи. Банкротство означает, что компания, погрязшая в долгах, завершает свою деятельность. Кредиторам при этом ничего не остается, кроме как судиться и надеяться на минимизацию убытков благодаря судебному решению. В результате у компании-банкрота конфискуется имущество и за счет его реализации гасятся долги. Банкротство – это крайний случай. После него компания уже точно не будет работать в прежнем формате. Дефолт – это еще не конец, не полная остановка работы компании и существования государства. В случае страны все государственные органы продолжают функционировать, иностранные инвесторы не забирают сырьевые ресурсы, крупные предприятия и прочее. Государство-должник остается с испорченной репутацией, но при своих ресурсах. Виды дефолта. Существует две разновидности дефолта. Первый – технический дефолт. При таком дефолте заемщик временно не справляется с долговой нагрузкой, но намерен все исправно платить после нормализации ситуации. Задержка выплаты может произойти по техническим причинам, сбой в программном обеспечении и тому подобное, или из-за временных трудностей с деньгами. На практике в такой ситуации стороны обсуждают причины дефолта. В итоге появляется некий план действий, устраивающий и кредитора, и заемщика. Дефолт для заемщика – это всегда репутационные потери и финансовые последствия, которые зависят от суммы долга, продолжительности задержки оплаты и своевременности предыдущих платежей. Кредитор может потребовать заплатить штраф или досрочно выплатить всю сумму долга. Второй. При кредитном дефолте заемщик не может гасить кредит, причем речь идет не о временных трудностях. Обычно такие истории заканчиваются банкротством компании и реализацией активов. В случае государства решение о дальнейшем порядке действий принимают международные судебные инстанции. Кредитный дефолт страны неминуемо отражается на населении. Негативные последствия могут растягиваться на долгие годы. К примеру, в 1918 году почувствовавшие свою силу большевики заявили, что Россия не будет платить по долгам, которые были оформлены при царе и временном правительстве. Однако в 1990-х было принято решение угодить Западу, погасив часть этих долгов. Причины объявления дефолта в стране. Назвать один фактор, способствующий объявлению дефолта, невозможно. За этим явлением всегда скрывается целый ряд негативных событий, в числе которых: первое. Дефицит бюджета, который вызван нерациональным расходованием средств. Сюда входит и финансирование провальных проектов, и недостаточные сборы налогов с населения. Второе. Возрастающая эмиссия денег, то есть государство активно выпускает национальную валюту, вследствие чего она обесценивается. Третье. Финансовые проблемы внутри страны могут быть вызваны экономическим спадом, снижением производственных мощностей и иными проблемами. Четвертое. Политическая и социальная нестабильность. То есть население не поддерживает действующую власть, нарастает социальное напряжение, народ предпочитает зарплату в конверте официальному трудоустройству, уклоняется от уплаты налогов. Пятое. Повышенная долговая нагрузка. То есть государство изначально берет такое количество суд, погасить которые будет не в состоянии. К дефолту может привести и засилье импортных товаров. Например, в Греции в 2007 году МВФ предоставлял кредиты, но деньги тратились не внутри страны, а за ее пределами, то есть капитал возвращался за рубеж, но долг при этом оставался непогашенным. Как результат, дефолт в государстве. Чем дефолт грозит гражданам страны? Как дефолт в вашем государстве повлияет на вашу жизнь? Первое. В первую очередь обесценивается национальная валюта, что осложняет покупку импортных товаров.
Второе. Задерживают пенсии и зарплаты в бюджетных организациях. Третье. Резко дешевеют акции топовых компаний. Наступает кризис на фондовом рынке. Четвертое. Наступает гиперинфляция. Цены на товары и услуги стремительно растут. Кстати, о том, что такое инфляция и девальвация, мы рассказывали в отдельных роликах на канале Жажда Про. Пятое. Дорожают услуги ЖКХ. Государство вынуждено повышать цены на акцизы, стоимость топлива. Весь этот негатив не компенсируется повышением зарплат, поэтому уровень жизни в стране резко снижается. Последний дефолт потряс Россию в 1998 году. Страна несколько лет жила непосредством. В результате разразился масштабный кризис. Втрое подорожал доллар, годовая инфляция превысила 84%.